На этой неделе власти Коми и холдинг «Руститан» говорили о создании горно-металлургического комплекса на базе Пижемского месторождения. Переговоры с руководством «Руститана» вел первый зампред правительства Игорь Булатов. О чем договорились, расскажет Любовь Лапина. Пижемское месторождение титана было выявлено в 60-х годах прошлого столетия и поставлено на госбаланс к столетию со дня образования Коми. Это результат десятилетних геологоразведочных и исследовательских работ группы компаний «Руститан» с федеральными научно-исследовательскими институтами и предприятиями. Сегодня горно-промышленный холдинг готов представить наработки последних лет, и они воодушевляющие. Главная задача нашего сегодняшнего совещания – это все-таки показать историю развития нашего проекта, какие были этапы, к чему мы пришли, для чего мы, какие у нас есть сейчас показатели, результаты, какие планы на дальнейшее. И особенно, конечно, вот как вы сказали, учитывая указ президента России по развитию стратегии Арктики и национальной безопасности России до 2025 года, как мы должны совместить вот на этом уже этапе наши усилия. Как отмечает президент группы компании «Руститан» Анатолий Ткачук, холдинг проводит большую работу по всем направлениям. Готовит договоры со всеми потенциальными партнерами и нацелен на улучшение качества взаимодействия с Республикой Коми по всем вопросам, которые требуют детальной совместной проработки. Первый зампред правительства региона Игорь Булатов поддерживает. Проект действительно перспективный, и Коми он интересен. Республика нуждается именно в таких масштабных технологичных инновационных проектах, обеспечивающих рост нашей промышленности. Свыше 300 миллионов тонн титановых руд и еще 345 миллионов тонн стекольных песчаников – это запасы полезных ископаемых, которые утвердила Государственная комиссия. Прогнозные ресурсы в пределах лицензионной площадки и вовсе больше миллиарда тонн титановых руд, или почти 43 миллиона тонн диоксида титана. Все это говорит о том, что Коми может стать мировым центром по добыче минерального сырья и производству из него высокосортной продукции для самых разных отраслей промышленности. Мы проводили химические исследования, и у наших концентраты имеют содержание диоксида титана в рутиловом концентрате 95%, кремневки 1,5–2%. Это самые высококачественные титановые концентраты для промышленности. В мире таких концентратов нет нигде. Вот мы сегодня вам это официально хотели сказать о том, что именно Пижемское месторождение является уникальным. Во-первых, оно самое крупное по запасам и ресурсам титанового кварцевого сырья в России и в мире. И то, что качественные концентраты титановые по своему качеству превосходят любые аналогичные аналоги во всем мире. К производству планируются такие виды продукции, как концентраты высокопористого рутила и псевдорутила, циркон, пигментный диоксид титана, титановая губка и порошки для аддитивных технологий. Это та самая 3D-печать. Стратегия развития компании включает в себя и создание химического комплекса на базе Бельгопского месторождения известняка и Сереговского месторождения каменной соли. Там планируется производство соляной кислоты, соды, хлора и извести, которые потребуются для обогащения и последующего передела титановых руд Пижемского и Ярикского месторождений. Президент группы компании «Руститан» нисколько не сомневается в успехе будущего проекта. Об этом он рассказал на встрече с главой Коми еще в декабре прошлого года. Тогда он доложил об успешном прохождении госзащиты запасов и подготовке к опытно-промышленному освоению Пижемского месторождения. Мы успешно прошли государственную защиту запасов. Наше месторождение поставлено на баланс. Это позволяет юридически приступать к очередному этапу. Это подготовка к опытно-промышленному освоению данного месторождения. Мы полностью понимаем все моменты, связанные с трудностями, сложностями, спецификой освоения этого месторождения. И докладываем вам, что мы уверены на 100%, что мы гарантированно реализуем этот проект. И мы хотели бы посвятить от начала открытия этого месторождения столетию Республики Коми, чтобы мы в следующем году это так как подчеркнули и показали и России в целом, и республике, чтобы люди увидели, что таких открытий в Республике Коми не было в течение последних 30 лет. Создание национального горно-промышленного кластера с транспортной, энергетической, информационной инфраструктурой является стратегической задачей для республики. Это
позволяет начинать новые и развивать уже действующие проекты в интересах социально-экономического развития Республики Коми и арктической зоны Российской Федерации. Сегодня понятно, что в недрах Коми сосредоточены крупнейшие в мире ресурсы титанового и кварцевого сырья. И они предопределяют будущее региона. Инвестпроект уже включен в стратегию социально-экономического развития Коми на период до 2035 года, а также стратегию развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. В связи с этим строительство железной дороги от Сосногорска до порта Индиго – важнейший государственный инфраструктурный проект в арктической зоне России. Он откроет для Коми и соседнего Ненецкого автономного округа широкие перспективы для инвестиций, строительства новой инфраструктуры и реализации крупных проектов в сфере недропользования и лесной промышленности. Региональный Минэкономразвития по поручению главы Коми уже подготовил план по диверсификации экономики республики. Строительство железнодорожной трассы Сосногорск-Индиго включено в него. Сейчас этот план рассматривается всеми органами федеральной исполнительной власти, а это более 10 федеральных ведомств.